Доброго времени суток, дорогие телезрители! Снова обитатели темной студии собрались таким слегка своим составом для того, чтобы обсудить непростой на самом деле вопрос, но не такой деликатный, конечно, как национальный вопрос, да? Но тем не менее, вы заметили, что сегодня у нас ни одной дамы в студии. И, как утверждают злые языки, мужики, как только собираются, все вместе начинают тереть о двух вещах, о трех, вернее, даже о деньгах, о машинах и о женщинах. Так вот, является ли город Якутск, как многие то утверждают, городом греха? Этот вопрос мы сегодня хотели бы обсудить нашим таким очень хорошим, замечательным составом, который я для начала хотел бы вам представить. Заместитель председателя Общественной палаты города Якутска Антон Жандоров. Он же представляет практически все ресурсы, такого незыблемого ресурса ekt.ru. Ариан Попов присоединился, пожертвовав замечательными склонами Техтюра сегодня. Он издатель. Человек, которого называют Багалаем, но хотя я в это не верю. Алексей Васильев, представитель замечательной фамилии, культуролог. Андрей Колодезников, предприниматель. На прошлой передаче Роберта Лабидуса слегка подвергли остракизму за его позицию, но я склонен считать, что это его личная позиция, человек имеет право думать по-разному. И человек рок-н-ролл, видимо, так можно назвать Сергея Егорова, музыкант. И один из наших, скажем так, сегодняшних главных гостей – это Александр Захаров. Миру он известен как Саня ЕКНК. В свете прошлого нашего выпуска, в свете имиджа, было мнение такое, что Якутск для многих сейчас это столица педофилии там, и так далее, и так далее. Да? Давайте мы педофилию не будем трогать, это, скажем, чисто уголовная тема. Да? А вот аспект нравственный, да? С таким нелицеприятным явлением, как проституция, как определенного рода услуги, будь то там массажные, будь то или какие-то другие разные, у нас практически первым начал борьбу человек, которого я бы хотел пригласить на наше центральное место, Александр Захаров. В интернетах наших он известен под ником Саня ЕКНК. И я помню, скажем, чуть ли не первую публикацию, которая года 2-3 тому назад произошли, да, почему милиция покрывает, скажем, представительниц древнейшей профессии, почему вообще в нашем городе допустимо ли это, поскольку город все-таки, учитывая объективное мнение, да, он маленький, все друг друга знают и так далее, и, наверное, неприятно было бы там на кого-нибудь наткнуться, на знакомых, на родственников и так далее. Но Антон тут говорит, что такого никогда быть не может, я с ним могу поспорить, поскольку дыма без огня не бывает, и то, что передается в виде байки, да, там собрались мужики средних лет, позвали там девочек, а там оказались чьи-то дочери. Да. Саня, все-таки, почему именно с этим явлением, ну, ладно, я понимаю плохие дороги, да, ладно, я понимаю игровые автоматы, но человеку нормальному, наверное, от такого вопроса следует дистанцироваться, чтобы сказать, самому не испачкаться в том самом грехе. Почему именно проституция, да, вопрос такой, как бы многих волнует, потому что думаю, что как бы я ярый противник проституции, да, хотя как бы я не отрицаю то, что я выступаю против, получается, проституции и всего, что с ним связано, да, а связано с этим достаточно очень много, то есть это начинается с гомосексуализма, педофилия, проституция, это, в принципе, все вещи одного ряда, да. Почему это нарушение моральных законов, да? Да, нарушение моральных законов, да. С проституцией мы стали бороться по простой причине, то, что она стала достаточно активно в городе развиваться, то есть развилась даже уже, получается, да. В городе есть такие, уже как бы, проституцию в городе можно классифицировать на 3 таких, как бы, ветви, да, это получается, скажем так, простые проститутки, то есть, которые работают в тех или иных службах, да, по простым схемам обычным, то есть они звонят, те, которые публикуются в газетах ВДВ. Которых да? сауну приглашают, да? Да, в газетах публикуются в ВДВ.
Вот. И, соответственно, вторая категория, это, получается, девушки, которые поступили на этот путь по тем или иным причинам, да, и стали индивидуальными проститутками, да. Это таких достаточно много на сайте ИКТ, который печка ИКТ, да. То есть там они достаточно... Сразу возражу, у нас очень сильно работают модераторы, проституция у нас нет закона. Так, ну я понимаю, да, что, Антон, вы как бы с этим работаете, да, но в силу, думаю, чисто просто физических возможностей, да, такая проблема существует, то есть ваши модераторы не могут все это... Сколько у вас модераторов сидит на печке? Это... На печке именно сколько по печке 4 модераторов сидят, да, плюс есть еще внештатные модераторы. То есть, на самом деле, контроль там очень жесткий, там нет ни одного ребенка, там ежеминутно проверяется заявление миру и так далее. Конечно, если человек разместит такое объявление глубокой ночью, да, возможно, какое-то время оно успеет провисеть, но в то же время модераторы за этим следят, в отличие от других социальных сетей и сайтов, где это вообще бесконтрольно происходит. Вообще, я считаю, что рассматривать какой-то отдельный ресурс как корень зла, это неправильно и глупо, потому что это... Вообще, что такое интернет? Это инструмент. Мы же не говорим, что... Мы же не обвиняем телефон в том, что кто-то созвонился и встретился, и случился там противоправное действие. Также мы не говорим, когда происходит ДТП, виновником которого является водитель, мы же не говорим, что машина виновата в этом. Ну, знаете, согласных можно найти где угодно. Понимаете, в чем речь? Когда вы приглашаете, общаетесь с девушкой в личной переписке, да, вы можете договориться, встретиться там в ресторане или еще что-то. Она может там, конечно, попросить что-то там, может быть. Вообще стоит разделять понятия, да, мы давайте сходим куда-то, но вы проспонсируйте мне обед. Как это понимать? Это проституция? Или деловые предложения, да? Ну вот видите, тут очень тонкая грань, и поэтому, но конкретно таких вот ярких призывов, как там вот упомянуто было в других изданиях, у нас никогда нет, с этим борьба идет очень жестко. Нет, а как мы же не можем влезать в личную переписку людей, там, о чем мы не общаемся, мы не знаем. Мы не обвиняем, получается, сайт ИКТ, потому что они, соответственно, занимаются конкретно там, способствуем, да, процветанию проституции. Там простая классическая схема, да, которую, как бы, почему девушки становятся индивидуальными проститутками, это получается тупо, не знаю, на учебу не хватает, на кредит оплатить надо, соответственно. Девушки находят самый легкий вариант, это как бы то, что можно подать объявление, получается, просто там написать в пункте несерьезные отношения и, соответственно, уже получать предложения от тех или иных мужчин. Потому что мы как бы сами такой эксперимент делали, там до 200, получается, предложений в сутки заходит. Соответственно, тарификация начинается от 2000 до 30 тысяч доходит, да? Вот. Соответственно, как бы в этом плане, как бы, модерация не может быть. То есть, как бы, смотри, Антон, я недавно предлагал вашему руководителю Арсену Тумскому, да, потому что если вы, получается, не можете тупо модерировать, естественно, почему да? не можем? Ну, это голословное обвинение. Давайте, ты забываешь о том, что у нас везде там есть кнопка «Пожаловаться». Каждый человек, если ему скинули непристойное предложение, может заблокировать этого пользователя. Не модерируйте, ну, получается, скажем так, не успеваете, скажем так, за всем отследить, естественно, да? Давайте сделаем так, то, что каждому сообщению будет, получается, привязка, там, то, что, соответственно, для мужчин, допустим, вас ждут дома, допустим, да, или то, что наверху баннер повесить, то, что в городе, получается, распространяется, соответственно, СПИД и прочее, да? Нет, Александр, смотри, на самом деле это уже есть. Наверху там черным по белому написано о том, что если вы заметили на сайте детей, или заметили, что кто-то занимается противоправным действием, срочно сообщите модератору. Вот Помимо этого, в каждом сообщении есть кнопка «Заблокировать». Если человеку пишут, там, отправляют ему сообщение непристойное, он его блокирует, тут же если человек ищет как раз вот у тех, понимаете, зачем он будет жаловаться? Мы же не можем... Он же не может там взять пойманную рыбку, взять и выкинуть. Не думаю, что стоит сайт ЕКТ.ру обвинять в том, что они поощряют проституцию или получают с этого доход. Потому что когда у нас есть масса других СМИ, которые реально на этом зарабатывают. Вот, поэтому, тот же ВДВ, да? Да, вот стоит руководство ЕКТ, они прямо заявляют, что они принимают меры для того, чтобы это не делать. Этого достаточно с них. Мы с них больше, к сожалению, не можем требовать. Нет, этого недостаточно, Василий, да? Потому что тут, говорю, я призываю... Давайте говорить о СМИ, которые зарабатывают на проститутках, а не на тех, которые, к сожалению, вынуждены сами страдать от того, что на их ресурсах размещается вот эта информация. Василий, тут такой косвенный... Он не
Василий, он Алексей. Алексей, Диван, да. Говорить о том, что ЭКТ не зарабатывает, получается, на печке, да, это такая лукавая, да, вещь, человек Вот может не я понимать, тоже да? сказал, что не зарабатывает, потому что на печке реклама практически. Потому что сайт ЭКТ является вторым по рейтингам. На самом деле на печке введено подтверждение логина по мобильному телефону. Да? Если бы мы хотели зарабатывать на ком-то, мы бы оставили эту анонимность. Пусть люди сколько угодно знакомятся, сколько угодно там совершают, чего хотят. Да? Но мы же этого не делаем. Мы специально ввели, если человек совершает противоправное действие, его аккаунт блокируется по мобильному телефону. Соответственно, новый аккаунт он уже не может вести. Ему нужно искать новую симку или еще что-то. Создает ему дополнительные сложности. Разве это говорит о том, что мы заинтересованы в том, чтобы у нас там творился какой-то разврат и там прочее? Нет. Нет, ну я так думаю, что тот, который хочет, тот всегда найдет, да, будь то ВКонтакте, будь то на печке там и так далее. Факт, давайте мы не о том, что вы больше моралисты, да, чем ВДВ. Факт остается фактом. То есть в нашем городе при желании вполне можно спокойно найти представителей древнейшей профессии. Да, согласен? Да, можно. В каком виде сейчас существует? Так, ты насчет третьей квалификации. Вот, значит, службы досуга, да, индивидуалки и... Простите за оговорку, да, по Фрейду. И третья категория. Третья категория, это получается, кстати, очень хорошо, так красноречиво показывает действия наших правоохранительных органов, да, в отношении распространения проституции. То есть всем известно то, что в известном клубе, который находится практически напротив самой, то есть прокуратуры республиканской, соответственно, в этом клубе получается, то есть у нами, получается, был там внедрен, скажем так, сотрудник, да, который работал в этом баре в качестве официанта, да, официантки, да. Соответственно, в этом клубе... А зря ты явки и пароли раскрыл-то, зря. Ну, это как бы, скажем, или он там уже не работает? Уже не работает, да, уже не работает. То есть, соответственно, в этом клубе стриптизерши оказывают, получается, интимные услуги. То есть, есть, получается, просто приват-танец, есть услуга массажа. Тариф стоит 6 тысяч за 30 минут. Если клиент желает, получается, эту девушку забрать на всю ночь, да, есть там, получает тарификация, 30 тысяч стоит, да, называется отпуск. Это все, получается, проходит у них... Отпуск. Да, это называется, пробивается все через кассу. То есть, как бы, там указывается, кто... Уплачивается налог, да? Не знаю, как. То есть, там есть, получается... Нет, это еще тогда получается приемлемая схема. Раз налоги платят с этих 30 тысяч. В чеке указывается, получается, там, Черри, там, допустим, или там Николь, там, и такого плана. То есть, там девушки получают, скажем так, с категории элитных, скажем так. То есть, девушки все эти, там, бывшие какие-то спортсменки, а в основном они все, получаются, из иных городов. Одесса, Москва. Если вот девушки получают свой профит, да, если клиенты довольны, в чем же ваша проблема-то? Проблема, знаете, в чем, да? То, что тут проблема в том, что сама по себе проституция, да, подрывает морально-нравственные основы нашего общества, да. То бишь самому человеку, который пользуется проституцией, да, услугами проституток, допустим, или девушка, которая занимается проституцией, да, уже, скажем так, по большому счету, ну, он переступил черту, да. Какую черту? Начал торговать своим телом. Есть, получается, люди, да, почему я говорю, что педофилия, да, проституция, гомосексуализм... Давайте не будем путать педофилию и проституцию. Подождите, нет, да, это все вещи одного ряда. Они всех связывают то, что это моральные основы, морально-нравственные основы нашего общества. Да? То есть, соответственно, даже на той же печке, допустим, взять, опять же, да, есть... Не, давай не будем упоминать печку, да, в WhatsApp. В WhatsApp, допустим, ребенок, да, сегодня я тоже сидел, смотрел, там малолеток куча сидит, получается, да, который, допустим, ну, скажем так, есть у них какие-то трудности, да, с деньгами также. Тоже девушка, может, хочет заработать, купить себе игрушку, допустим, да, там, не игрушку, машину, шубу, там, еще кредит взять, получается. Ребенку машину, это сильно. Да. Нет, ну, 17 лет девушка, допустим. Ну да, ну мороженое, скажем, да? Да, соответственно, она тоже, получается, находит такой вариант, что самый простой, то, что пойти и торгануть собой. Ну, не знаешь, на этот шаг не каждый пойдет. Или, допустим, подросток, да, подросток, который, соответственно, имеет трудности в общении с девушками, да,
находит на печке, заходит на печку, регистрируется, да, соответственно, или в WhatsApp, ладно, без разницы, да, хоть где. Да, в интернете Хорошо, вот, Александр, закроешь печку, проблема проституции будет решена, вообще все проблемы. Регистрируется, получается, и, соответственно, это, как его, у него же такие в период гиперсексуальности, соответственно, имеются проблемы же, да, со своей, как бы, этой, да, он себя не может еще ориентировать, кому ему нравится, кто ему нравится, девушки или мальчик, естественно. Вы специальный анализ, что ли, проводили? А может нет, соответственно, Вы все сплели в одну корзину, все он, это. получается, получает предложение от, соответственно, мужика, допустим, да, который ему там, соответственно, этого и все, вам готовый гомосексуалист. Пардон, готовых гомосексуалистов и не готовых гомосексуалистов надо различать. Да? Нет, давай к тому. Вот есть девушки, которые работают конкретно там в службах, да, там, не знаю, с отчислениями там, в пользу сутенеров там, и так далее, и так далее. Да? Но есть, как, что называется, поискать приключения себе на пятую точку. Да? То есть, давайте, жизненный опыт тоже. Совсем недавно, пользуясь оттепелью, я немножко занимался извозом. Да? Ознакомился там с кучей злачных заведений города нашего, да, о которых я раньше слыхом не слыхивал, допустим, Вегас к тому же, да, тот же. Я там стоял минут 15, наверное. Подъезжали машины с частотой 1 машина в минуту, оттуда выпархивали, скажем так, разнаряженные девицы, да, и примерно с такой же частотой уезжали машины, в которые садились не одни девушки, да, скажем, в сопровождении кого-нибудь, да? То есть вот это, что называется, пойти в пятницу, поискать себе приключений, да, с кем-то. Не совсем поискать приключений, наверное, познакомиться. О, нет, давайте это... Не, это же откуда, значит, до проституции именно? Я не говорю проституции, я говорю приключений на свою пятую точку. То есть приехали одни, нашли себе, скажем, пару на вечер, уехали, да? Это же вроде никем не запрещено, да? То есть... Ну, как еще людям... Ты красавчик, если ты там цепанул там и так далее. Согласись, молодой, красивый? Вот так. Как людям замуж-то выходить? Ну и прекрасно, пускай люди знакомятся, черт побери, а иначе как им знакомиться? Опа, через опа, печку опа, же, опа, опа. Да. А вот тут мы все переходим вот эту грань. Согласись, Саня, что, скажем так, нетривиальное поведение на танцполе, да, скажем так, какие-то, не знаю, гибкие извивания и так далее, Грязные танцы. могут спровоцировать, да, определенные, скажем, намерения у ведущих Вот если бы вы все были такие, как Саня, никто бы не танцевал, никто бы по клубу не ходил. Все бы сидели дома, в паранджах. Господа, но если люди хотят встретиться, да, есть мужчина и женщина, да, люди хотят вместе провести время. Ну давайте не будем им мешать, да, ну что такое, зачем? Встает на нашем Будисане КНК и говорит, что вот нам, вот вам, вот мужчине Ване, да, и девушке Мане нельзя встречаться, вот нельзя вот вам. Потому что у нас мораль, у нас есть нравственные кодексы. Сергей, по поводу того, что там в клубах, да, я, во-первых, этого ничего не упоминал. Нет, да? ну ты только что сказал, что в определенных у нас заведениях, да, усилительного плана существуют чуть ли не кабинки для интим-встреч. Нет, там кто идет конкретно, получается, оказание услуг. Человек идет ради того, чтобы получить за мзду, получается, да? Интимные И услуги. пускай Интимные получит, услуги, господи. да? В чем проблема-то? Вот. Тут, получается, идет просто знакомство, да, человек пошел в клуб, познакомился, соответственно, да? Хотя в городе тоже есть такое нехорошее отношение, допустим, к девушкам, которые ходят в клуб, есть понятие клуб-герл, да? То есть девушка, которая уже конкретно пошла в клуб, уже, получается, значит, идет сниматься, соответственно, да? То бишь это тоже не есть, скажем так, айс. Что такое сниматься, Саша? Что такое сниматься? Познакомиться с человеком, чтобы... весело провести время и уехать Нет, домой. я такой вариант тоже рассматриваю, то, что, ну, как бы, это зависит уже от самого человека, от желания. То есть девушка, если пошла в клуб, в чем она корень. может... Зависит от самого человека. Да. Все его поведение зависит от него самого, от его воспитания, от его морально-нравственных принципов. Человек сам определяет, чем он занимается. Понимаешь? А тут Саня предлагает встать над каждым с косой. Можно я скажу Я не немножко? предлагаю встать над косой, над всеми, минутку, да? Я предлагаю просто, получается, каким-то образом это все дело упорядочить, да? Так, стоп, предлагаешь легализовать, Порядок. платить налоги Нет, и так далее? не легализовать. В данное время получается, во-первых, легализовать мы не можем по той простой причине, то, что это, получается, не наша компетенция, да, это федеральный орган. Есть закон в данное время, который мы должны, как скажем так, контролировать. Во-вторых,
говорю, вот такая распущенность, да, общественная, да, это, скажем так, сама по себе уже бомба замедленного действия. Человек, который, получается, ведет распущенный образ жизни, да, он уже, соответственно, ну, является чем-то родителем, правильно же, да, и его поколение, которое вырастает, да, дети его уже, они такие же бывают, ну, такие же ориентиры у них в жизни. А в чем ты видишь тут, где поле, условия созданы для этого, для распущенности? Нет, вы просто моделируете, просто убиваете, На самом допустим, деле скажем, мы этих... и через новости, и через блог-платформы поддерживаем очень много вещей, которые как раз-таки пропагандируют Нет, совсем другое. в чем проблема? Не распущенность, а совсем Нет, в чем другие проблема, вещи. допустим, если вот я как предложил Арсену Томскому, да, сделайте привязку к каждому сообщению, да, то есть не стоит изменять, допустим, ну, условно говоря, да, Нет, ваша я, жена честно, вас не могу ждет, понять там, твоей что-то логики, такое, да. Александр. Давайте Библию Смотри, привяжем к каждому люди сообщению. там общаются совершенно не о проституции, это люди используют сервис для общения, понимаешь? В Вот люди- и большинстве зачем каждому случаев, показывать там какое-то случаев, непонятное да, сообщение? Вот не знаешь, Антон, мы с тобой спорим, это не сервис проституток, это сервис для знакомств, большинство знакомств, множество которые семей получается, образовались благодаря печке, дети на родились, печке, это получается или демографическая гомосексуалисты, или ситуация те, кто улучшается. снимает. Александр, почему такая избирательность? Вот почему не говоришь про газету ВДВ? Да. Вот где Почему обязательно вот на руководство печку? Она извлекает чем- прибыль от Там этих что, объявлений? что-то будет личное Почему такое такая отношение избирательность или как? Просто конфликт у человека. Нет, почему? ВДВ как бы это отдельная тема. В данное Ну, время- почему отдельно? Почему отдельно? Там открыто публикуются СМИ объявления. зарабатывают на этом. Они... Да. Я помню, были времена, когда на канале СТС прямо в бегущей строке вот это шло. Потом это убрали. Ну, это было где-то 2000. Тут, понимаете, в тут году. еще получается, в чем проблема Левина, допустим, и проблема, допустим, Антона, да? И у них общая У проблема, Антона да? нет проблем. Нет, почему? Реально. Вот, Нет, Ну, Антон-то он, по нормально. крайней мере, моделирует, Не понимаете? поощряет это. Почему? Да. Ну, почему? А Левин тоже сейчас получается, он как бы он убрал в открытую полосы с этими фотографиями. Как это убрал, если они есть? Нет, они есть мелкой строчкой, допустим, да, уже не так. Но все равно это решение огромная разница. публиковать Ну, да, вы в газете лукавите, Господи. зависит Откуда? от человека Смотрите, конкретного, который подождите. стоит модератором вот этой самой газеты. У Антона и Арсена в ресурсах, да, объявления подобного плана публикуют сами люди. И на их совести получается существовать вот подобного явления или нет. Они пытаются что-то делать. Не В пытаются газетах, делать, успешно. типа из рук в руки и ВДВ, да, пардон, это изначально уже, пожалуйста, ставьте любого плана. Убью человека. Вот касаемо, Торгану телом, касаемо совести, вот я говорю, давайте не будем говорить, что это проблема, да, их не общая, да, но все-таки связь есть, да, то есть не надо ссылаться, получается, на то, что законодательство у нас там как бы позволяет еще что-либо, да, есть закон совести, соответственно, да, вот по которому Антон, соответственно, и Левин должны этим руководствоваться, то есть если получается Антон хочет, чтобы у него посредством его ресурса, соответственно, люди действительно там заключали браки. Кстати, у меня, кстати, был опыт такой, да, что я на печке познакомился в свое время, да. Женился? Да, женился, да. Ну, к сожалению, как бы это... Вот это ненависть. Нет, давайте пойдем углубленно. А брак был удачный? Нет, неудачно было. Вот, Не, ну видите, тут- вот, это я вот в чем причина, значит. Да. Антон, ты понял, да? Надо сделать так, чтобы он женился еще раз и окончательно на веки вечные, скажем так, чтобы один день Мы поработаем над этим. хорошо, я говорю, избирательно. Моральный вред от проституции, вот два момента. Да? Вот, во-первых, вот представьте себе мужчину, дочь которого занимается проституцией. Он либо знает, либо не знает, либо вдруг узнал об этом. Хорошо, что меня вот нет вы бы еще. хотели, чтобы у вас такой человек был уже, или чтобы вы сами были этим человеком, или чтобы ваш родственник был этим человеком, Абсолютно или нет. Ну, чтобы Алексей, ваш вы сосед был этим. Не, ну, ты Увлекаетесь хотел с таким морализаторством, человеком. да? Подожди, вот, я не боже мой, говорю кто про- подумает о детях, да? Вот кто подумает о детях, наконец-то, когда кто-то подумает о детях? Он может просто с топором на кого-то кинуться, еще что-то. Он может запить, он может еще что-то. Понимаете, этот человек будет в очень тяжелом состоянии. И сами проститутки, которые работали, да, долгое время, к сожалению, их психология тоже Просто Алексей это пошел бесследно с для ними них не девочкой, и приходит. на него это оказало Подожди, влияние большое. мы смеемся над этим, но для этих девочек это бесследно не проходит, вот эта работа. Нет, это безусловно. Что- Это вообще, куда они идут дальше, когда у них сама эта по себе карьера проституция заканчивается? для девушек, конечно, не проходит без Да, нет, ну я говорю сейчас о моральной стороне. Теперь касательно города Якутска. Чем город Якутск отличается от всех остальных городов мира? В том, что, например, там в Древней Греции там проституция существовала там тысячи лет, да, на Ближнем Востоке тоже там. Там сложились какие-то традиции, какие-то там в культуре это уже существует, в Китае там это есть всегда. В Якутии, в Якутске объявления о проститутках появились
там 15 лет назад или 10 лет назад. Все, это вот весь наш опыт этого явления. И вот люди, которые вот жили себе, скотоводы, не тужили, растили детей, рожали дочерей, да, и вдруг они, значит, сталкиваются с тем, что их дочери вдруг стали заниматься таким должностью. Нет, ну что мы должны... Нет, но это все вызывает социальное напряжение. Присутствие в основном все местные. И это вызывает социальное напряжение в обществе, которое, конечно, и болезни, связанные вот с переходом к этому вот... Это все понятно, да, но смотрите немножко глубже, да. Нужно создать такие условия, чтобы девушкам просто незачем было заниматься этим, понимаете? Вы же сами говорите, что они из крайности этим занимаются, потому что нечем платить за учебу, там, за шубу, еще что-то, да. Получается, соответственно, родились они в таких условиях, которые не позволяли им, они были все время обделены чем-то. И поэтому приходится компенсировать. Айфонами. Да. Не, ну тут же еще тоже надо... такие для жизни, чтобы можно было нормально жить, зарабатывать, работать на благо своей родины. Вот товарищ китайского толка хочет сказать. Антон, Александр, вот просто надо разделить опять, да, тема, потому что знакомство это одно, встречи тоже другое, да, а проституция третье. Потом, если девушка встречается с парнем, он ей платит или, допустим, покупает подарки. Четвертое, да? Если, допустим, девушка, группа девушек занимается и платит кому-то там наверх, какому-то другому дяде, вот это проституция. Потом, Почему допустим, они разные? Потому что проститутка индивидуалка это одна категория получается. как вы разделите проститутку индивидуалку и девушку, которая встречается с молодым человеком? Которые Я потом их не- кольца я их не дарят называю или еще проститутками. что-то. Ну Я как? их не- я Как? их не называю проститутками. Ну а кто они тогда? По-вашему, как вы разделяете вот эти вот девушки? Я обозначил 3 категории, получается. Это те, которые самые распространенные. Вот это я вам получается- говорю, девушка встречается с Решил, молодым человеком. Саша все решил. Молодой человек ей приносит деньги, там, чтобы она жила хорошо. Шубу дарит, кольца дарит, в кино водит, в рестораны водит. Она кто? Содержанка. Нет, в зависимости от того, что, да, понимаете, если она, получается, какие-то чувства к этому человеку имеет, да, Ну, какие чувства? Вот просто внешне вы как их разделяете? Вот это тоже просто. проституция. Это тоже проституция? Это тоже проституция. То есть Спонсорство, те- спонсорство, то есть в печке тоже распространена такая форма, еще спонсорство, да, это тоже получается. А если там Соболя принес, или там принес там зайца, щенка борзого. Нет, или там лося принес, это же тысячи лет это существует между мужчинами и женщинами. Тут в этом, к сожалению, может быть, это плохо, да, или хорошо, но мы же говорим, вот другая проблема, это проблема сутенерства, что когда кто-то третий вклинивается да, вот вы, если, между отношениями если между бы вы мужчиной и ловили женщиной, тех и людей, начинает это которые вот зарабатывать. крышуют их, Да. которые вот деньги собирают, это совсем другое. А это девочки, которые, ну и у них, они явно все из плохой семьи. Человек оказывает услуги массажа. Обыкновенный массаж, да? Вот он приходит к вам, вы получаете удовольствие, вы делаете, да? Он вам делает, вы получаете удовольствие. Удовольствие, пардон, какого плана? От массажа просто. Просто Да, релаксация там и так Да, далее. да, да. Без никаких там эротических инсинуаций. Но есть же вот пример... Так? Нет, скажем, нет, вот это вот. Он же продает тоже свое тело. Он продает свои руки. Нет, Свое время продает. Нет, вы тут чуть-чуть маленько в сторону уходите. Проституция это получается получение сексуального удовлетворения за деньги, соответственно. Саша, вот было совсем недавно по поводу материала Дениса, да, Якутия Инфо, заключение органов внутренних дел о том, что эротический массаж, то есть доведение человека, пардон, до оргазма, не является экономическим либо каким-то преступлением. Есть определение. То есть запретить это человеку, это практически то же самое, что помочь инвалиду сделать протез, да? То же самое же получается. Но тут главную задачу, да, как бы все пытаются поднять, почему проституция пополняется, по крайней мере, там денежные проблемы, такие-сякие. На самом деле там очень много романтизма. Чего? Ну, вспомните 90-е годы фильмы, всякие литература, да много где, короче, да. И легкая жизнь, то, что ты можешь заработать там, учась или в институте, там, или где-то подрабатывая, это не те деньги, да, чтобы там где-то те же самые айфоны и шубы покупать. Надо просто легализовать до безумия.
плане... Чтобы девочки и дочки туда не попадали. Это значит... А как ты, ну, то есть там сидит такая комиссия, да, которая говорит, так, вот это дочь Не, ну- Андрея, вот это Роберта дочь, она не должна Нет, идти. вообще, да. Экзамены проводить? Когда получается законная буква, девочки просто очень сильно будут думать, стоит ли этим заниматься. Все. Ага, вот. Ну, мне кажется, вообще простое решение с проститутками. Просто... Да вообще решения нету, понимаете, Нет, это тысячи лет существует, нет, всюду боролись, вот- и никто не... Александр, Все, кто уловит борется, там все какие-то терпят эти, да, поражение. сфотографируйте их, выложите на ИКТРУ, все. Да, До свидания. Это Инструмент люди, которые приехали из общественного- других городов, да им плевать. Выложите туда, в тех городах. Слушай, у тебя логика такая, давайте запретим потребительские кредиты, чтобы потенциально девушки не могли в будущем этим заниматься. Согласен? Сань, у меня, не по-моему, надо брать нет, больше, чем твое рвение в публикациях, вернее, в борьбе против публикаций в открытым текстом, газетах и прочее, да, оно понятно. Это никоим образом общество не красит. Первым делом, да. Вторым делом, те же самые про болезни, СПИД и прочую венерику, это тоже справедливо, согласны все? Но в остальном, у тебя, по-моему, вот ты нарисовал себе вот такую вот мельницу, да, огромную, ветряную, и начинаешь это. Либо ты делаешь, наоборот, ставку на то, что, всем понятно, что силовики иногда, скажем так, вот в прошлом крышевали, скажем, вот. Или ты идешь, скажем так, я иду против, значит, жить в любви, значит, я иду против силовиков, у меня должен быть имидж, рейтинг повышен и так далее. Не в этом ли дело твоего рвения? Нет, отнюдь нет. Потому что я действительно говорю то, что я достаточно сильно озабочен, соответственно, распущенностью нашего общества. Да? Вот распущенность это другое. Вот я говорю, Нет, в клубах это совсем... это не тот вид отдыха, когда люди приходят на концерт симфонического оркестра в филармонию, да? Это не тот вид отдыха, когда там семейный поход в кино с детьми и прочим. Да? В клубах это совершенно другое. Дмитрий, Вот ты в клубе работал диджеем, энное количество я лет, тоже да? так, каком выступаю, не работаю. Выступаю, да, у меня это любимое хобби, электронная музыка, я с удовольствием Нет, ты, дарю скажем, её в ночной жизни любителям имеешь направлений. отношение. Да, Вернее, имею, да. лицезрел Да, конечно. изнутри. Да, Ты вообще поддерживаешь вот клубную жизнь? абсолютно да. Мы сегодня видим, вот вы, Александр, боретесь с бутлегерами, да, но вот зайдите в магазин, вот на берегу стоит Универсам, да, там кафе стоит, Магнит или еще куда-то, везде открывались так называемые кафе, где это продается спокойно. Антон, мы Но с вы этим боретесь? работаем, да. Вы с этим- ставите, или вот с мы проституткой, могли вы бы- задаете вопрос, почему на уровне прокуратуры все это, все эти заявления, они заглыхают. Вот вы почему не ставите так вопрос? Почему вы ставите вопрос насчет проституции конкретной девушки, а не том, кто на этом зарабатывает или мешает это прекратить? Соответственно, я понял ваш вопрос, да, то, что я, допустим, как бы, если бы, соответственно, общество, то есть вы, как человек, да, который владеет, допустим, одним из руководителей является ресурса, да, который, соответственно, влияет, скажем, на процессы в городе, да, на общественное сознание, да, он должен, соответственно, если можно сказать, мне помогать, что ли, в этой же деятельности. Ты ищешь поддержки просто. Да, скажем так. Если... Выяснив, придая глазки всю цепочку, как это происходит, обнародуя это, вот это будет бомба, это будет уже заслуживать. Дима, вот ты говоришь правильной борьбе, да? Я думаю, что По идее, правильно. Александр, он просто обозначил моральный свой кодекс, да? У каждого человека есть свой моральный кодекс. Да, он у него звучит но так. плохо то, что человек свой моральный кодекс обозначивает для всех императивом. Он думает, что вот так, как думаю я, должны думать все. Вот Александр очень часто сегодня говорил про то, что вот вы бы не хотели, чтобы ваша дочь там и так далее, да? Если чья-то дочь идет там, она не может себе что-то купить, значит, отец ей что-то не может позволить, значит, он с ней там не занимался, не общался, как-то не работал, значит, может быть, его вообще не было. Они туда пошли, это раз. Во-вторых, я вот хотел тоже как бы спросить, Александр, вот вы в своей жизни хотя бы раз пользовались услугами проституток? Пользовался. Вот Так, вы стоп. пользовались? У меня цепочка выстраивается. Саня, ты пил? Пил. Ну, получается, в принципе, у вас есть какой-то опыт. откуда они Вы берутся, пользовались, эти вы это бабцы? делали, и потом в определенный момент решили, что это плохо. Да. Вот. Это ваш личный опыт. И вы решили, что это плохо. Я, понимаете, вот сегодня изначально ты поднял такую тему, типа этой передачи. Якутск — это город греха и разврата там или нет, да? Если честно, я не думаю, что Якутск — город греха и разврата. Мне больше кажется, вот особенно вот здесь я смотрю, это город, наверное, больше моралистов, ханжей и судей. Мы все готовы
судить других. Вот этот плохо сделал, это вот это, она там в мини-юбках, там, это вот, ага, на машине ездит, там, что сделала? А когда известных людей, да, обвиняют в гомосексуализме, пардон, делают на этом информационный тренд, да, это что? Лет 20 назад это вообще позволено быть. Давайте ответим все на один вопрос, получается, да? Проституция это Давай пусть закончим. Да, я хочу закончить. Мне вот, если честно, да, со стороны немножко иногда кажется, что в Якутске секса нету. Вот, ну нету никакой революции, не происходило, ничего там, да, все очень сильно этого боятся. Алексей, можно я немножко расставлю акценты? Вот мы сегодня очень много разных проблем затрагиваем. Я здесь, кстати, вот с Антоном соглашусь. Потому что давайте поставим акцент на проблеме сутенерства именно. Потому что морально девушка поступает, неморально, это как бы ее право, как она распоряжается своим телом. Продает она его действительно или что-то, получает она за это кольца там или там, или еще что-то. Это очень, вот Александр рассказывает, да, историю. Лев Толстой написал Анна Каренина, он вообще Анну Каренину под паровоз бросил, да. Это как бы проблема-то она тысячелетняя, измены там, это, она никуда не денется и никогда не закончится. Но мы говорим сейчас о сутенерстве и о том, что почему запрещенное законом сутенерство у нас в городе существует и ничего с этим невозможно сделать. Вот здесь я Александра поддерживаю в его работе, да, что он этих сутенеров снимает на видео, публикует в интернете. И вот с Антоном я тоже здесь соглашусь, что надо эту работу продолжать и всю цепочку выявить, кто на этом зарабатывает. Саня, давай мы тебе дадим, как сказать, последнее слово, что ли. Ну, в каком направлении ты будешь продолжать все-таки свою деятельность? Потому что к ней очень многие присматриваются. Вот ты являешься знаменем для достаточно определенной группы лиц, скажем так, да? Твоя деятельность. Давай озвучь свою программную. Во-первых, то, что, скажем так, почему мы эту работу делаем, да? Потому что, скажем так, с нашего молчаливого согласия, да, или как бы, то есть несогласие или согласие, то есть, или равнодушие к этой проблеме, да, эта проблема только, получается, разрастается. И, соответственно, проституция, она является, ну, скажем, одним из звеном уже к гомосексуализму, к педофилии и прочему. То есть это вещи одного порядка. Соответственно, если мы вспомним как бы педофилию, Библию, да, извиняюсь, да, то есть это, с чем закончилась Содом и Гоморра, да, это как бы все тоже было, когда у них было в порядке вещей. Ты ходишь в церковь? Да. Я крещенный, глубоко верующий человек. А до этого? В смысле до этого? А к Компартии как относишься? До крещения. До крещения. Спортивный. Александр, можно вот да. Просто я бы хотел посоветовать? Цитату, да? Мне кажется, вот надо отходить от политиканства, а уже заниматься конкретно целью. Вот в том-то и дело, что, Антон, я тебе предлагаю конкретно, да, как одному из руководителей ИКНЕТа, веди там более такую, в той же печке, соответственно, пропаганду, соответственно, семейной жизни. Вот и все. Главное, без фанатизма, Александр, потому что любой фанатизм это в чем фанатизм? Хорошо. Почему вы решаете, что вот ваши ценности, они для всех должны быть... Так, тихо, это мы уже сказали. Ситуация тут складывается двоякая. Да? Многие из присутствующих поддерживают Александра в том, что аморальность в обществе распущена, скажем так. Да? Мы забыли упомянуть еще вторую сторону медали. О том, что носить... Те, которые несут в общество ту же красоту, многие визажисты, да, ну, на самом деле тоже являются воплощением порока. Ни для кого это не секрет, и мы не собираемся там закрывать глаза, да? Но какие методы при этом использовать? Стричь ли всех под одну гребенку? Морализаторствовать ли по каждому поводу? И осуждать ли каждый конкретный случай? Порочность? В этом вопрос остается открытым. Но факт остается фактом. Мы все хотим, чтобы наш город был чище, морально тоже. И во всем этом, наверное, все присутствующие здесь со мной согласятся. И это был один из нас. И до следующей встречи. А тема у нас сегодня была: является ли город Якутск городом греха? Пока-пока.